Здравствуйте, уважаемые зрители Зоны КЗ. Сегодня мы поговорим немножко о внутренних проблемах журналистики. У нас в гостях Надира Даримбет, в настоящий момент свободный журналист после радиостанции «Свобода». Здравствуйте. Здравствуйте, Влад. С одной стороны, в журналистском сообществе Казахстана уже привыкли к тому, что там прокуратура закрывает издания как неправильно или объединяет их в кучу. Какие-то есть черные списки, кому-то дают госзаказ, кому-то не дают. А все-таки радиозатык стоит несколько особняком. Это представитель как бы эталона своего рода демократии, продвижения прав человека и журналистских стандартов. И на какой почве вам пришлось расстаться с данным издательством? Честно говоря, я сама не поняла вот этого, на какой почве, на профессиональной или, может, как человек я кого-то не устраивала, да. Потому что я была в абсолютном шоке была, когда в пятницу вечером, 5:30 ко мне подошла администратор. Вот я сижу в кабинете с редактором казахской редакции, и вот так буквально она шепотом подошла, принесла мне письмо об уведомлении, где я извещаюсь о том, что мой контракт не продлевается. Мой контракт заканчивается 20 ноября 2012 года, да. Вот. А это была пятница, 17:30 где-то, вот так, после 5 точно. И дело в том, что у меня рабочий день заканчивается в 5. Я работаю с 8 до 5. У меня такой режим. Я вообще в это время на работе не должна была быть, да, как бы если взять формально или там. Просто я задержалась по своим делам, я уже компьютер выключила. И я сказала, что я не буду подписывать, потому что я не понимаю. И сказала, а где Едыге? Я хочу поговорить с ним. Как раз Едыге находится сейчас в Алмате. Едыге Магауин — это руководитель казахской службы, да, Радио Свобода. Он как раз находился в офисе в Алмате, причем он находился в офисе незадолго до этого, за несколько минут, буквально полчаса, может быть час, он ходил в коридоре, поздоровался с нами. Я говорю, а где Едыге? Я хочу поговорить, хочу, чтобы он мне объяснил, в чем дело. Она говорит, он ушел. Я говорю, хорошо, но я подписывать сейчас не буду. Я оделась, мне надо было ехать в школу за ребенком. Я оделась, у меня было такое состояние, я могла там, не знаю, куда-нибудь упасть в лужу, там, попасть в ДТП и так далее. Мне надо было сесть за руль. Я вышла, на крыльце стоял Едыге с 2 коллегами, да, они приехали с ним из Праги, американцы или англичане, не знаю, англоязычные коллеги. И он стоял одетый, уже собирался. Я говорю, Едыге, может, вы объясните мне причину? Я хочу, говорю, узнать. Он мне говорит, ты поговорила с Жамалом? К тебе подходила Жамал? Это наш администратор. Я говорю, да, подходила. Я говорю, может, вы мне объясните, в чем дело? Я хочу знать. Он такой, да, конечно. Его была фраза, мы всегда об этом успеем поговорить. Что значит, мы всегда об этом успеем поговорить? Он сказал, ну сейчас ты же уходишь? Я говорю, да, я сейчас ухожу, потому что мне надо ехать. Он сказал, ну хорошо, давай в понедельник поговорим. Я говорю, хорошо. Я не подписала, уехала в тот день. И вот таким образом я вот пятницу, то есть все выходные у меня вот в этом стрессовом состоянии. Я еще собиралась куда-то по личным делам, но я все это отменила, потому что абсолютно у меня была я хотела просто лечь и лежать и думать, почему так со мной обошлись. У вас, я так понял, довольно большая прелюдия была перед тем, как вы пришли на работу в радиозатык. Да, когда в 2008 году раньше только на радио вещало, на волнах там какие-то частоты, не знаю, только радио было. Потом в 2008 году они начали создавать сайт. Тогда сам Едыге тоже приезжал в Алматы, а он со мной встречался. Я даже помню, это было недалеко от офиса в кафе Стецен, или оно называется по Фурманова. Он встречался со мной, говорил, может, ты к нам пойдешь. Может быть, я очень надеюсь, что я за тебя знаю, ты профессиональный журналист, ты сможешь туда-сюда и так далее. Но тогда для меня это было абсолютно не то чтобы, как сказать, я работала, я себя хорошо чувствовала, для меня это было как-то, я поговорила по-дружески с ним но я в 2008 году не поддалась. Но эти переговоры, они периодически постоянно возникали, через год, через полгода. То есть дверь на работу туда всегда была открыта для вас? Да. С 2008 года они звонили, писали. Едыге сам, руководитель русской редакции, Ержан Карабек тоже периодически звонил мне, писали мне письма. Потом уже конкретно в прошлом году, то есть как раз в ноябре мы с ним разговаривали, Едыге мне несколько раз в день звонил из Праги и говорил, Назира, может ты подумала, может ты подумаешь, давай обрисовывал такие перспективы, у нас редактор ушел,
ну, надо тебе решиться, это такие большие перемены, перспективы. Зачем тебе вот в этой оппозиции уже там столько лет ничего как бы это самое перспективного нет и так далее, да, вот такие слова просто это наши были, как конфиденциальные разговоры были. Вот, и наконец, так сказать, я сдалась, я думала, ну, действительно, может быть, мне решиться, рискнуть и сделать. Поменять формат. Да? Да, поменять, может, жизнь там поменяется. Ну, бывает у человека как-то какие-то эти... Тем более он меня очень обнадежил, говорил, что да, сейчас у нас такая система, мы делаем годовой контракт, после года мы продлеваем контракт, либо там не продлеваем, ну, как по каким-то объективным причинам. Ну, вот. И такой вот приход на свободу, на затык у меня вот, как бы это была очень долгая история. Не в один день я там... Причем это было не просто так, он со мной поговорил и пригласил, и там, как скажем, по-казахски, да, я пришла и все. Я прошла 3 тестирования, я прошла конкурсы среди нескольких редакторов. Это не было просто, чтобы я там... То есть все по западному стандарту? Конечно, да? Я прошла несколько раз Я говорю, тестирование. что сам контракт у вас в руках очень да, толстый объем. Да, контракт вот, на английском и на государственном языках. Это вот письмо об уведомлении и приказ от 19 ноября о моем, то, что у меня контракт не продлевается. То есть, а по ГЗОТу они должны предупредить за месяц, да? Да. И по их контракту там за 3 дня, а по трудовому договору, кодексу за месяц. И вот и я уже разговаривала с юристами, как бы сейчас в этом плане работа идет, потому что я считаю, что со мной обошлись абсолютно незаконно и бесчеловечно, то пошло аморально. Потому что в понедельник, когда я пришла, я думала, ну сейчас поговорю, пусть он мне скажет, ты допустила такие-то ошибки, пусть, может, в письменном виде, может, изложит, из-за чего мой непрофессионал, я оказалась как бы негодна на работе, да, к работе на затыке. Я в понедельник пришла, в понедельник я пришла, когда его не было в офисе, потом администратор пришла и опять принесла мне это письмо за 16-е. Я говорю, я 16-м подписывать не буду. Хотите, если чтобы я подписала, вы принесите мне за сегодняшним числом, я подпишу. Вот 19 за понедельник я подписала, что я получила уведомление о том, что контракт не продлевается далее. Вот. Но еще за одна такая как бы нюанс, да, в понедельник утром мне звонила администратор, она, видимо, хотела узнать, когда я приду ли я вообще после моего демарша, что я там в понедельник вот так ушла, в пятницу не подписала. Она мне звонила, но и просто был на беззвучном, и я как бы не услышала утром. Я собирала ребенка в школу, поехали, потом смотрю, сообщение пришло. То есть в сообщении, значит так, вот я как раз специально открыла, вам нужно сдать ключи, ноутбук, и потом я вам перечислю зарплату. То есть как бы это был своего рода шантаж, я считаю. Что если бы я не пришла, да, не появилась, не подписала, если бы я там как бы продолжала, да, в зависшем состоянии, не подписала вот это письмо о уведомлении, потому что считаю, что это незаконно и неправильно, тогда они бы мне вот деньги, может быть, не перечислили, честно, мои отработанные 20 дней в ноябре. Это просто моя зарплата, это не компенсация, это не моральный там ущерб, какие-то отступные, это просто моя зарплата, которую я при любом обстоятельстве должна получить, понимаете? У радиозатык у них, в принципе, то есть, я думаю, разговор не состоялось, да? Разговор с руководителем ЕДГ лицом к лицу не состоялось. У меня были другие дела, я подписала, закончила все, и Жамал мне сказала, ЕДГ сейчас будет. Я сказала, что я все сделала, я не могу ждать. Если надо было, он бы поговорил бы со мной в пятницу, он бы поговорил со мной на той неделе, да, то он поговорил бы за месяц, я не знаю. Он был в офисе, он приезжал специально из Праги. Вот в последнее время он постоянно, периодически и подолгу, по 2 недели, по неделе он находится в Алматы. Он бы поговорил со мной, если он хотел бы это сделать. После того, как я за ним выбежала на крыльцо, хотя потом я поняла, что не надо было мне этого делать. Я не должна была за ним бегать, просить его о разговоре, о встрече, об объяснениях. Он просто должен был, как руководитель, я тоже была руководителем, я 5 лет руководила редакцией. Когда я не избавлялась, когда я увольняла какого-то человека, я просто садилась с ним, говорила, вот, Влад, такие-то, такие-то ошибки, вы знаете, вы меня не устраиваете, вот я вам даю такое-то время, пожалуйста, найдите себе работу, я вас предупреждаю по закону, по-человечески. Все как бы ничего личного, только бизнес, да, как говорится. Но почему этого не было? Профессиональных претензий не было. Там, то, что не вписывается в миссию Азатык, тоже такого не было. То есть нет, вы там абсолютно. Холокост не отрицали, Северной Кореей не восхищались. Нет. Нет, геев не осуждаю. Я, наоборот, вот, ну, то, что вот
не подлежит, а как, входит, да, в миссию Радио Свободы, то, что они всегда говорят, вот, продвижение демократических ценностей там, в развивающихся в третьих странах мира, там, права человека до прав бродячих животных, там мы публиковали материалы, да, а потом все эти, как бы, я не говорила, вот не будем мы про вот это писать, потому что это не подлежит, там, я считаю это неправильным. Все, что общей редакционной политикой, все, что подлежало миссии, все, что права человека, там, демократические какие-то, все, что какое-то творится, там, давление, да, на журналистов, на оппозицию и так далее. Ну, то есть все, что вы об этом прекрасно знаете, я как бы не была никогда против этого. То есть в этой связи, если профессиональных претензий нет, то есть по миссии все нормально, у вас какое-нибудь свое личное объяснение есть произошедшему? Да, у меня есть личное объяснение такое. То есть после того, как мне не объяснили официально, да, при всем коллективе, либо наедине со мной, после того, как мне не сказали, не предъявили ни в письменном, ни в устном виде никаких претензий, у меня есть основания, предположения полагать, что от меня просто избавились из-за того, что я вот, ну, у нас, как и во всех редакциях, бывают планерки, да, обсуждаем темы и так далее. Я всегда прямо задавала вопросы, почему вот мы эту тему не берем, хотя это подлежит нашей миссии, да? Там, она резонансная и в тему. Да, резонансная, комментируемая. Я всегда аргументировала, допустим, тот же референдум оппозиции, инициатива о референдуме. Эту тему я 3 раза поднимала на планерке, говорила, ну вот уже большой крупный стол, круглый стол, то есть, может быть, мы все-таки напишем об этом, но это все-таки крупная инициатива, и тем более оппозиция, мы же всегда как бы, это же... Лояльно к ней относились. Да, как бы, почему-то мы вчера писали про это, а сегодня не пишем. Я всегда говорила, а почему концепция меняется на каждом шагу? Вот каждый день меняется концепция буквально, понимаете? Вот это меня просто обескураживало иногда. Я вот Пример можно, как бы, смены акцента? Да, вот сейчас, например, было 50-летие, там, 50 лет Алтынбеку Сарсенбаеву, да? Я говорю, вот я, тем более, за несколько дней, недели, что ли, оставалось, я говорю, вот надвигается, это обычно к датам, там, заранее материалы готовятся. Говорю, вот 50 лет Алтынбеку Сарсенбаеву, может, мы как-то это напишем об этом, что-то, может быть, возьмем интервью у жены, как она сейчас, где она, чем она живет, да, на какие, ну, не знаю, там, кто ей помогает, там, дети в Лондоне или в Москве учатся. Вообще, ну, это же интересно. Просто повод, я не говорю, там, надо как по-казахпайски, ой, бай, 50 лет, там, чепаны, да, не про это, я про то, это как просто... идея его в обществе. Да, забыли, может, просто напомним, это личность, человек, который трагически погиб за свои идеи, можно сказать, да. Мы возьмем информационный повод и дадим как бы интервью, может, с его женой, может быть, там, с его соратником, какие-нибудь комментарии, соратниками. Ну, в ответ мне сказали, что мы уже 1000 раз писали про Алтынбека, сейчас как бы нам нечего сказать, мы не будем. В общем, это для нас уже не тема. Хорошо. Потом, в то же время, когда вот идет, допустим, суд то есть была апелляция по, как это, небезызвестному Исматуле, вы, наверное, знаете, который там за сектантство, за вот это всякие преступные дела, которые по закону Казахстана он был осужден на 14 лет в прошлом году, в 2010 году. В этом году апелляция была. Когда апелляция, то есть осталась в силе решение, в тот день у нас просто была истерика в редакции. Нам спускались решения сверху, что вот про каждый чих там новость, потом большой материал, что Суфий, еще даже помню, я сама этот материал делала, приговор Суфием остался в силе, вот с фотографиями, с всеми подробностями. Хорошо. То есть религиозный акцент стал больше. Очень да? большой стал, причем у нас читатели и даже мои коллеги-журналисты в последнее время говорят, что-то заполонила буквально религиозная тема Азатык. Вот. Потом, например, там единичный случай в Атырау, там учительница сказала девочке, там, что ну как бы в школе это на нее все показывают пальцем, может ты не будешь хотя бы в школе ходить в хиджабе. 5 класс, девочка пошла, там мама ей одела, я не думаю, что ребенок сам как бы это осознанно принял это решение. Ой, бай, все, давайте на русском, на казахском, вот то-то, то-то там. Вот. И еще какие-то насчет религиозных тем, просто я вот сегодня, я сейчас готовлю просто блог тоже в Фейсбуке,
по разделам, как бы, да, о показухе, о контенте, как все это начало в последнее время, о трайбализме и так далее. Сегодня я просто неожиданно... Кстати, трайбализм — это освещение трайбализма или его использование на затыке? Освещение, ну как освещение? Если есть какие-то темы на трайбалистскую тему, я не знаю, как бы тем особо таких не было, это самое, но просто, когда говорили, вот до прихода я писала тоже в Фейсбуке, что разные разговоры доходили, ой, бай, там трайбализм процветает и так далее, землячество и так далее. Но я не верила, думала, ну, может, слухи, я просто не верю, когда сама в этом не убеждаюсь. Но когда я пришла в течение года, я вот это все на себе увидела. Проверено на себе, да? Да, проверено на себе, проверено мной, потому что вот сам Едыге Магауин, да, руководитель казахской службы, он керей, род керей, они все родом из Семипалатинской области, он керей. Его как бы сейчас правая рука, который тоже сидит в Праге, Галым Бухаш, скандальный, небезызвестный товарищ, да, керей, пожалуйста. Потом также... вопрос, это же ни в каких документах, тем более в анкетных данных радиозатык не фигурирует? Не фигурируется, родовая да, к сожалению, не фигурирует. Но фигурируется только то, что ты, вот в твоей биографии там, откуда ты, да, там... Но все знают. Да? Все знают, потому что это же в любом шежире можно найти, откуда ты родом. Вчера вот, например, написали комментарий, ну вы же не кирейка, почему там вас это... Почему такие предъявы, да? Да. Почему вы апеллируете к кодексу закона о труде, вы же не кирейка? Да, вы же не кирейка. То есть люди знают, это в казахском обществе, как бы, в казахскоязычном обществе это как бы, как сказать, эта тема такая, знаете, одна из как бы, вот, ну как происхождение твое, да, это немаловажно, да. Вот. Ну и монголи у нас даже могут запросто сказать, ну и монголи же оттуда, с запада, поэтому он там что-то. Я имею в виду, вот, я просто перечислю, значит, Едыге Магауин керей, да, из рода керей, родом из Семипалатинской области, Галым Бухаш керей. Если это нужно будет доказать, я буду их биографии в шежире найду, сейчас есть в шежире и в электронном виде. Пожалуйста, Ермек Тлеген, который пришел на работу в Прагу, в пражскую редакцию, казахской редакции. Ермек Тлеген тоже раньше работал вместе с Бухашем, тоже керей. Со мной рядом в кабинете сидел Рахат Мамырбек, редактор казахской редакции. Кстати, он пришел после моего прихода в феврале, что ли, вот в 2012. Пожалуйста, себе керей. Руководитель службы здесь, да, в Алматинском бюро, Куанышбек Кари. Тоже верный, ну как бы дальний соратник Бухаш, они вместе в Иране учились, работали, тоже керей. 5, да? То есть, такой вопрос. Если бы вы, я так понял, ваше возмущение, если бы вы проиграли на ниве профессионализма, да, у вас бы не было столько возмущения. Не было претензий. Но вы именно проиграли, скажем, я не знаю, в родовой схватке там. Да. Не по профессионализму, а по трайбализму. Да, по трайбализму и по своему, как бы, как сказать, я оказалась неудобным, неугодным человеком, потому что на общих планерках все молчат, ну, киреи все молчат, потому что поддерживает их одна политика. Я была там как белой вороной. Я всегда открыто говорила и руководителю Алматинского бюро, и на общих собраниях я говорила и Едыге Магауину в лицо. А почему мы делаем так? А почему мы делаем не так? Объясните просто мне. Ну, в принципе, ваш характер, он довольно-таки известен в журналистских да. кругах. У меня только вопрос, а зачем он вас тогда звал столько лет, если все так быстро закончилось? Да, наша любовь очень быстро закончилась. Я хотела просто, чтобы он мне в лицо сказал это. Назира, вот, пожалуйста, твои ошибки. Через год ты оказалась непрофессиональным, оказывается. Я ошибся в тебе. Ну, этого же не было сказано, понимаете? Поэтому меня просто это... Я просто не хочу, чтобы меня, вот люди знают, да, меня, у меня есть лицо. Да, люди-то со стороны могут думать, что человек не вписался в формат, не смог выполнить планку требований радиозатык. Да. Меня это просто оскорбляет, если он официально мне не дал объяснений, почему я оказалась вот как бы это, получается, меня просто вышвырнули, как собаку, выкинули, а потом все объясняют тем, что да, контракт не продлили там по профессиональным каким-то качествам. Ну, однако не в А что это за качество остается загадкой, да? Да, не в письменном виде, не в устном виде. Мне же в лицо никто ничего не сказал. Вот это меня просто выводит из себя. Я хочу, просто требовала объяснений. Теперь я уже не буду, если они хотят, пусть они выходят со мной в прямой эфир. Теперь я с ними закулисные разговоры вести не буду. На крыльце или как-то бегать за ними. При свидетелях. Я даже, если надо, при нынешнем коллективе, который сейчас работает в Алмате, я бы хотела, чтобы мы общее собрание, когда я еще не ушла, в понедельник я пришла, я именно так хотела, чтобы давайте при всех скажите мне в лицо, а я скажу свое. Тем более, это все-таки не частная лавочка. Конечно.
принципе, ваша позиция понятна. Если есть что сказать противной стороне, мы тоже всегда готовы ее выслушать. А на сегодня спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.